Здравствуйте, уважаемые абитуриенты! Меня зовут Лилия Рашидовна Халикова. Я являюсь председателем предметной комиссии по психологии в магистратуру Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахетдина Акмуллы, факультет психологии. У нас реализуется следующие программы. Это детская психология, очная форма обучения, психология образования, заочная форма обучения. И в очно-заочной форме реализуется следующая программа. Это клиническая психология, семейная психология, психологическое и организационное консультирование. Очно-заочная форма обучения, вот эти три программы реализуются на внебюджетной основе. А первые две программы как на бюджетной основе, так и на внебюджетной основе. Итак, какие вступительные испытания? Мы прежде всего поговорим о вступительном испытании в письменной форме. Письменный экзамен. Форма сдачи дистанционная, вид экзамена эссе. Минимальное количество баллов 50 баллов, максимальное количество баллов 100 баллов. Уважаемые абитуриенты, обращаю ваше внимание, что предполагает дистанционная форма обучения, на что нужно обратить внимание. Первый вход через логин и пароль отправлены на электронную почту. Смотрите папку «Спам». Вам на почту придет логин и пароль, и внимательно изучите остальные папки тоже, в частности «Спам». Так, после того, как получили логин и пароль, в дальнейшем вы входите, посещаете этот сайт под своим паролем. Вы меняете пароль и уже используете это для дальнейшего входа. Перед каждым экзаменом нужно сфотографироваться и прикрепить цветное фото, где видно ваше лицо и, главный разворот паспорта, где ваша фотография есть и фамилия, и имя, и отчество. Обратите внимание, время, отведенное на прохождение экзамена, ограничено, и у вас одна попытка. Уважаемые абитуриенты, в личном кабинете представлена нормативная документация. Прошу вас внимательно изучить эти документы. Обращаем внимание на инструкцию для сдачи вступительных испытаний. Это у вас тоже представлено в нормативном документе, внимательно нужно изучить. Вот здесь выделено на слайде красным, где его найти и уже нажать на «Скачать». Так, что касается вступительного испытания, расписание. Расписание вступительных испытаний на сайте приемной комиссии БГПУ вы найдете данное расписание. Входите, нажимаете на кнопочку «Магистратура» и находите расписание вступительных испытаний. Пожалуйста. Факультет психологии, расписание вступительных испытаний. Здесь представлена психология. Вот вы видите желтеньким, это письменная. Вот, форма сдачи дистанционная. Консультация будет 9 августа. То есть вы будете иметь возможность посмотреть видеоконсультацию. Обращаю ваше внимание на доступ к экзамену, в какие дни будет открыт этот доступ. Уважаемые абитуриенты, кто подал документы с 20 июня по 6 августа, значит, доступ будет 10 августа, основной день, с 10 до 22 часов. В резервный день 17 августа с 10 до 17 часов. Обратите внимание, что в резервный день до 17 часов, а не до 22. Как вы будете это делать, как вы будете это сдавать? Вы в течение этого времени должны прикрепить файл, уже написанное вами эссе, файл прикрепить вот в саму систему. Пожалуйста, вот обязательно нужно успеть за это время. Ну, также, кто подал документы с 7 августа по 12 августа, уже другое время, это
14 августа основной день и резервный день 21 августа. Кто подал документы с 13 августа по 11 сентября, основной день экзамена это 14 сентября и резервный день 21 сентября. Прошу учитывать это и вовремя прикрепить эссе в систему. Так, ну что ж, уважаемые абитуриенты, обратите внимание, да, как же подготовиться к сдаче вступительного испытания. На сайте приемной комиссии БГПУ вы находите вкладку «Магистратура». Там есть программа вступительных испытаний. Программа вступительных испытаний, семейная психология, клиническая психология, психологическое и организационное консультирование, детская психология, психология образования. В самом названии программы так и написано. Вот здесь вы видите стрелочкой, да, указано, вы нажимаете и появляется документ. Вот, пожалуйста, программа вступительного испытания. Так как для того, чтобы поступить, у вас есть и устный экзамен, тестирование, и письменный. Сейчас мы говорим об письменном экзамене. Обратите внимание. Письменный экзамен представляет собой эссе. Вы выбираете одну тему, да, предложенную, и пишите это эссе. Пожалуйста, вот некоторые темы перед вами представлены. Есть конкретные темы, да, на конкретную тему, например, человек не что иное, как то, что он делает что делает себя сам, да? То есть здесь конкретная тема. А есть темы, которые, ну, такой более свободный характер носят. Да? Почему я хочу стать семейным психологом, например. Да? Быть психологом – это, ну, такая более свободная тема. Да? Почему я хочу стать детским психологом. Поэтому, ну, например, конкретная тема – мотивация к работе, часть мотивации к жизни, например. Да? Поэтому вы сами определяетесь, какую тему вам выбрать для написания эссе, пожалуйста. Так, все эти темы представлены у нас в программе. Посмотрите. Ну и, конечно же, чтобы именно написать эссе, нужно соблюдать требования. Да, какие требования предъявляются к содержанию эссе. Эссе – это вид письменной работы, выражающий индивидуальное рассуждение и мнение автора по конкретному вопросу. Объем эссе 3-5 страниц. Обращаю ваше внимание на то, что эти 3-5 страниц включают титульный лист и список литературы в том числе. Что входит в содержание эссе? В эссе абитуриент может представить критический анализ выбранного тезиса или цитаты, проанализировать конкретный случай или пример, взятый из литературы, кинематографа, общественной жизни или собственного опыта, то, что соответствует, конечно, выбранной теме. Представить собственные размышления на тему из списка тем эссе. Очень важна, конечно, ваша собственная позиция. Так, что включает структура эссе? Эссе, конечно, не имеет жестко заданной структуры, однако рекомендуется включить в эссе следующие компоненты. Из каких компонентов состоит эссе? Внимание, это титульный лист. Введение должно быть. Во введении кратко обосновывается выбор и значимость проблемы. Формулируется вопрос, ответ на который автор намерен изложить в ходе написания эссе. Вот объем введения – это вот полстраницы, 1 страница. Ну, в принципе, если емко и кратко, хорошо вы обозначите злободневность, важность вопроса, вот это хорошо будет. Введение не имеет своего подзаголовка, и в отдельный раздел по тексту выделяется только содержательно. Не надо писать вот введение, оно вот содержательно, чтобы было понятно, что да, действительно вы обосновываете важность, актуальность, значимость этого вопроса, этой проблематики.
Так, далее основная часть. Основная часть занимает, конечно, основной объем эссе. Последовательно раскрывается выбранная тема. Так, далее идет заключение. Излагаются выводы, вытекающие из основной части. Обобщается авторская позиция по исследуемой проблеме. Очень важна, еще раз повторяю, ваша авторская позиция, ваше мнение. Объем заключения полстраницы или одна страница. Так, список литературы является обязательным элементом структуры эссе. Количество включенных источников не регламентируется. Но очень важно, да, что если вы литературу ставите, оно должно упоминаться, естественно, в самом тексте. Ссылками указываются только те источники, на которые есть ссылка в тексте. Учебники и учебная литература должны использоваться в минимальном объеме. Обратите на это внимание. Да? Не должна состоять ваша литература, а список литературы из одних учебников. Так, обратите внимание на стиль изложения. Очень важно, да, писать грамотно, в соответствии с нормами русского литературного и профессионального языка. Наличие каких-то грамматических, пунктуационных и стилистических ошибок недопустимо. Вот, пожалуйста, обратите на это внимание. Вот жанр эссе надо выдержать, сам жанр. Требования к оформлению эссе. Шрифт Times New Roman. Значит, 14-й Кегель, одинарный экземпляр, все поля по 2 сантиметра. Обратите внимание, когда ссылки оформляете, оформление ссылок в квадратных скобках. Вот здесь написано, да, 1 и 34, где первый номер источника в библиографическом списке, а 34 номер страницы, с которой взята цитата. Да, вы можете не всегда цитировать, вы можете свою интерпретацию и упомянуть о каком-то авторе, да, не обязательно в виде цитирования. Тогда вы в квадратных скобках оставляете не номер страницы, а просто упоминание, да, номер источника, который указан у вас в списке литературы. Итак, после того, как вы написали эссе, да, вы этот файл прикрепляете в систему. Именно обязательно соблюдайте расписание, чтобы именно вы должны прикрепить в тот день, когда проходит этот экзамен. Так, ну что ж, обратим внимание на критерии оценивания. Вот, при оценке на что обращают внимание эксперты, да? Насколько содержание соответствует теме. Чтобы тема одна была, а содержание совсем другое, так не должно быть. Это понятно. Наличие четкой и логичной структуры текста. Так, наличие в эссе авторской позиции по рассматриваемой проблематике. Не просто, да, мы упоминаем, да, и пишем словами других авторов, да, а какова ваша авторская позиция, да? Обоснованность, аргументированность, доказательность высказываемых положений и выводов автора. Отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, а также фактических ошибок. Так, соответствие оформления работы предъявляемым требованиям. Сдача эссе в установленный срок. Но это само собой разумеется, потому что оно не будет зачтено, не будет учтено вообще, да, если вы не успеете прикрепить это эссе в установленный срок. Расписание я уже вам показала, и я думаю, вы у себя в личном кабинете тоже это посмотрите. Так, ну что ж, уважаемые абитуриенты, здесь на слайде представлен образец титульного листа. Вот вы таким образом оформляете титульный лист эссе. Так. Угу. И если у вас несколько профилей, да, вы можете, вот здесь написано профиль семейной психологии, да, кто-то же еще на другие, допустим, на детскую психологию тоже сдает, да, вы тоже пишете профиль семейной психологии и профиль детская психология.
потому что 2-3 раза вы экзамен не сдаете. Вы пишете одно эссе, и это эссе будет учитываться, если даже вы по нескольким направлениям подавали документы. Так, ну что ж, таким образом, письменный экзамен в виде эссе, пожалуйста, представлена была информация по этому поводу, мои контакты. Вот на данном слайде представлена почта, и также вы можете обращаться на WhatsApp 8 962 542 62 04. Уважаемые абитуриенты, желаем вам удачи. Спасибо.